Талант, как драгоценный камень. Чем больше труда вложено, чтобы его отшлифовать, тем он прекраснее. Петр Ильич Чайковский. Ну, друзья мои, завтра в оперном театре настоящий аншлаг. Уже стоят приставные стулья. Значит, театр знает, что зал будет переполненным. И они не ошибутся. Безусловно, завтра будет выступать здесь сам Николай Путилин. Он нам интересен в двух моментах. Во-первых, это замечательный баритон, бриллиантовый баритон мира. Во-вторых, этот человек сыктывкарец. Он закончил наше училище. Даже мне лично довелось чего-то чуть-чуть его немножечко учить. Но сегодня я испытываю серьезное волнение, потому что с такой величиной не часто приходится встречаться. Мы с вами побываем на репетиции, мы с вами побываем на спектакле. Вы услышите, как он работает в партии Риголетто. Вы представите себе, как он работает, например, Метрополитен Опера, или где-нибудь в Барселоне, или где-нибудь в Париже. То есть мы с вами фактически побываем, ну, бог знает где, вместе с этим баритоном. Ну и, наверное, самое интересное, что мы и поболтаем с ним. И вы увидите, что это действительно очень интересный, очень милый, очень симпатичный, необыкновенно обаятельный паренек. Что-то в нем осталось сыктывкарское, и это чертовски приятно. Коля, вот мы сидим в этом прекрасном пустом зале. Вот что для вас этот зал? Что для вас этот театр? Ну, вы знаете, я могу только сказать самые лучшие слова об этом зале, об этом театре, потому что я, когда закончил консерваторию, в советское время было распределение. Вы знаете, что приезжали дирижеры, режиссеры театров, слушали, значит, ярмарку, собирались со всех консерваторий, выпускники консерваторий, они пели, это так называемая распродажа ярмарка, и кто, так сказать, кому понравился, тот подписывал, значит, какой театр там подписывал на работу. Я лично подписался Косовскому в Куйбышев. Сейчас это город Самара. Это был достаточно хороший театр в то время, потому что очень хороший дирижер, вот, к Льву Моисеевичу. А я здесь жил, в этом городе, в городе Сыктывкаре. Я закончил здесь музыкальное училище. Я здесь женился. Вот. Я, естественно, приехал сюда после окончания летом. И Юрий Викторович сказал: давай, говорит, а что ты там будешь, пока там Пономаренко поет, пока там Черноморцев, Витя поет. Кстати, Витя Черноморцев сейчас поет в Мариинском театре. Вот, пока ты будешь пробиваться, у нас нет героя-любовника. Давай к нам. И вот я прослушался в этом театре. Аккомпанировала мне жена, супруга Фомина, вот, Юрия Викторовича. И меня сюда взяли. Сюда взяли меня, и первая моя была роль, здесь моя премьера, это был Эдвин в Сильвии. Коля — это выдающийся певец современности. А когда ты это понял? Ты же его учил. Я, например, его помню еще в этой, как это, в тельняшке. Он пришел, значит, под бабашкой тельняшка, необыкновенно симпатичный, обаятельный, худенький, сейчас он мощный, вот, худенький и с очень, очень красивым, но слабеньким голоском. Слабеньким, правильно? Да. Слабым голосом. Совершенно верно. Совершенно верно. Когда ты понял, что он выдающийся? Я понял, что он выдающийся тогда, когда я увидел концерт в Большом театре, где он исполнял сцену из Бориса Годунова, где он пел Бориса. Подожди, когда ты его направил в Казань, сказал: так, Коля, ты уже созрел, езжай в Казань. Ты еще не чувствовал, что он... Я уже догадывался, что этот человек займет было? высокое положение в мире, как певец. И, в общем, мои предположения не... Но я его ориентировал с первого его появления. Коля, представь перед собой зал в 2500 человек, и ты должен его заполнить. Представляешь, какой должен быть голос? Вот такие были разговоры. Но ведь его университеты в основном прошли от Вечного огня до железнодорожного вокзала и обратно. Мы протоптали здесь. Я видел вас гуляющими, да, вот. очень часто. Вот, это его университеты. Мы говорили там об очень многом. И о сугубо профессиональных делах, и о
о политике, о партии, обо всем, обо всем, обо всем. И так что его приезд для меня будет только наградой. Только наградой. Обычно так. У меня был, кстати, уже случай, когда он сам сказал, как ты, баритон, баритону мог передать такое. Ну, с ним, я еще тогда был действующий, совсем действующий баритон, молодой. Вот. Как ты мог, говорит. У него слезы на глазах были. Коля, ты являешься учеником Юрия Викторовича. В то же время я слышу, что вы разговариваете друг с другом Коля, Юра. Это не похоже на отношения ученика и учителя. Да, вопрос хороший, интересный. Вы знаете, мы уже долго очень дружим. Мало того, что мы работаем, так сказать, и работали здесь, в театре. И вот эти вот отношения, они перешли в дружбу. Поэтому, естественно, Юрий Викторович Фомин для меня стал Юрой. Я для него стал Колей. Ну, иногда меня называют Сир Николай Георгиевич, но это не важно. Но, в общем-то, мы общаемся с ним на «ты». Ну, то есть 30 лет, даже 31, достаточно для того, чтобы уже... Я думаю, что да, да. Время, так сказать, по времени все проверяется. Все проверяется временем. А вот помимо учителя Фомина, вот эта долгая вокальная жизнь, ведь еще встречались с другими педагогами? Ну, во-первых, я заканчивал здесь музыкальное училище у Сергея Павловича Маркова. Консерваторию я заканчивал у Екатерины Константиновны Йофель в Красноярске. Ну, естественно, что-то они мне тоже дали. Я могу сказать, что по жизни мне встречается очень много хороших людей, у кого я учусь, кто мне помогает. Мне очень много помогает сейчас главный концертмейстер Метрополитен-оперы, помощник Левайна, Джон Фишер. Я считаю, что это просто феноменальный. Он как музыкант просто феноменальный, он хорошо очень слышит, он разбирается в голосах, и он знает, как петь музыку немецкую, он знает, как петь итальянскую музыку. Вот. В русскую он, конечно, так сказать, оставляет это дело за мной, но очень много мне помогает, и очень много помогал. И, в общем-то, все партии, которые я пою и буду петь Метрополитена, я обычно приезжаю к нему на 2 недели где-то заниматься по этим партиям. А вы на каком языке общаетесь? Мы на итальянском. На итальянском? Да. Ну и вот если сравнить всех вот этих учителей, получается, что Фомин это все-таки какое-то начало, какой-то поворот или... Нет, я считаю, что Фомин это вот стержень. Ага. Вот. Если мы берем там сосну, значит, вот мы берем это ствол. Вот. Вот Фомин это все. А все остальное, так сказать, Украшения. стригут ведь сад, да, обстригают кустики, деревья, придают им определенную форму. Естественно, я учусь у всех и стараюсь взять самое лучшее, что есть. У меня была сложная ситуация, когда я пел первый раз Ля Скала, у меня был дебют в Ля Скала, я пел Джоконду, такой Барнаба есть герой, там, отрицательный, да. А Георов, значит, пел. Это же Лянковала, что ли? Нет, это Панкиели. Панкиели, да. Она, кстати, была последний раз в 1954 году, и пела ее Каллас. Именно эту постановку, и именно этих художников, и сценографию вот, возобновлялась. И со мной обращались только по-итальянски. Ну, у меня еще маленький был набор. Ну, тяжело было. Но, Пизанте мольто. Да, тяжело было. Но как-то, в общем-то, я так осилил это дело. Но вы знаете, что такое петь в Италии? Итальянскую постановку «Скала», дебют. Причем у нас было 2 состава. Был Карло Гуэльфи, Барнаба, итальянец. И я был. И представляете, на премьеру, ну, знаете, как 2 состава. Там, Конечно. кто выходит на премьеру, там
первый солист или второй солист. Вот. Что вы? И вы знаете, что это было? Я пел премьеру. Вы можете представить? Я считаю, что Гуэльфи Карло просто потрясающий баритон. Но дирекция Скала решила, что премьеру буду петь я. Это дирекция решает? Да, Не дирижер, да. не режиссер? Это с дирижером, дирижер Лабадо. Вот. Это решает с дирижером, это решает, конечно, директор, менеджер Скала и артистический директор. Они приходят, все репетиции слушают. И, значит, там 9 спектаклей. И вот кто выходит на первый спектакль, тот поет 5 спектаклей. Кто выходит на второй, тот поет 4. Вот. Так что ситуация еще была та. Пришлось можете поволноваться? Ой, еще как. И вдруг вот ты узнаешь, я первую премьеру. Это за сколько времени до спектакля узналось? Ну, это обычно говорится где-то дня за 2-3. Ну и Ну, как сказать, да, в принципе, конечно, нужно было себя брать в руки. а с соперником не встречались в это время? Ну, Интересно. почему? Здороваемся, естественно. Не, вот в эти 2 дня, интересно, как он смотрел? Это ревниво или в А общем, нет, профессионально? когда уже знали, что кто будет петь генеральную и премьеру, тогда, естественно, уже второй состав не приходит. Это, кстати, манера итальянских театров, так они работают. А другие театры, Лондон, там, Метрополитен, Чикаго, там, значит, приглашают вообще человека, ну, так сказать, Одного. петь спектакли все, но у него обязательно должен быть кавер. Кавер — это покрывающий, страхующий. Вот, допустим, если заболевает, то выходит страхующий петь. И обычно всегда, когда ты репетируешь, значит, основной звездный состав, значит, он поет, никогда не появляется кто-то из этого страхующего. Они получают отдельную репетицию. Но они должны присутствовать обязательно в зале во время премьеры. Особая ложа есть артистическая, где они сидят. Вот. И, значит, они, если что, даже со второго, с третьего акта. Была такая ситуация в Метрополитен лет 15 назад, мне рассказывали. Я не помню, что за спектакль. В общем, короче говоря, пел тенор, и он после первого акта сел. Тут же, значит, Голос, да? Да, он не смог петь. Тут же вызвали, значит, покрывающего, страхующего, кавера. Значит, он тоже спел несколько нот и тоже сел. Опа. Я забыл просто название этой оперы, но в зале был тенор, который не пел 10 лет. Эту партию, Случайно был? да, совершенно случайно. Я думал, супер кавер еще какой-то. Совершенно случайно был. Вот. И он сел в оркестровую яму, он, значит, пел в оркестровой яме по нотам, по клавиру, а тенор, значит, просто... Открывал. Нет, он просто ходил, изображал. Вот, так что такие ситуации бывают. Всякие ситуации бывают. А вам кавером не случалось бывать? Вы в звездном составе все? В принципе, да. Потому что я, когда подписываю контракт, естественно, Весь шар объехал. весь. А в Австралии Нет. не был. Но я был во всех основных театрах. В общем-то, я работаю только по основным театрам. Их там 5-6. Это Лондон, Париж, Чикаго, Метрополитен. Ласкала, наверное. Скалы я уже давно не пою, года 3 там. В общем, сейчас они закрылись. Как закрылись? Закрылись? Да. Болонья, Берлин, Мюнхен, Санкт-Петербург, Сыктывкар. Ну, вот эти перелеты, значит, 11 часов разница. Это тяжко. Это тяжело, да. Да. Организм не знает, в какой он находится временной прострации. Пространстве. Он находится в прострации. Понятно. Поэтому это самое сложное. Перелеты, конечно, да. А вот сейчас планируется контракт на какой год? Я уже подписываю 2006 год. 2006. И то, что вот мы сейчас находимся в этом зале, это счастливая случайность или вы что-то... Я думаю, что то есть- да. То есть что-то отменилось или... Да, у меня отменилась Аргентина, там революция, театр Коломня, там должен был Парсифаль быть. Парсифаль. Кстати, я никогда не был в Аргентине. Я знаю, что Кочерга такой Анатолий, вы знаете, да, бас русский. Да. А он из Киева. Вот. Ему, по-моему, там прострелили ногу, потому что у него были часы Rolex. Вот, и... На улице просто. Да, а он сдал их в ремонт. И, в общем, потребовали. Так что вот так вот.
Не так все просто. А что, какая-то охрана вообще полагается зарубежному гостю? Но если ты снимаешься снимаешься в кино, то да. Я снимался вот в фильме в Парсифале. Это было под Неаполем. Это такое местечко Равелло называется, Вилла Равелло, где Вагнер писал Парсифаль. Вот там каждый год фестиваль Вагнера происходит, и Тони Палмер снимал фильм про Парсифаль. Участвовали, значит, Пласидо Доминго, Гергиев дирижировал, Виолетта Урмана, Сальманин, значит, Клинзора я пел. Ну, вот. И я приезжал, когда туда сниматься, да, со мной была охрана, секьюрита. Много народу. Вот вас Два так- человека Два человека охраняли, охраняли. да. Так это просто возили, может быть? Или вот прямо И так ходили даже, ходили. Я ходил за фруктами, я жил в отеле и ходил за фруктами. Там была потрясающая черешня, май месяц, Неаполитанский залив, Неаполитанское небо. Вот. Прекрасно была черешня. Я ходил туда покупать черешню. И со мной ходили даже так. А вот, кстати, по каким блюдам, ну, как бы сказать, скучал, что ли, за границей? Ну, Или все есть там? Но, в принципе, все есть. Можно все сделать. Соленые огурцы, Да, есть. селедка. Есть. Черного хлеба-то нету Брайтон настоящего. есть. Есть. Есть? Есть, на Брайтоне есть. Ну, а вот экзотические, там, кузнечики, какие-нибудь там настриженные, я не знаю, змеи там кусочками. Нет, этого я не пробовал. Единственное, что есть такое французское блюдо, эскарго, это улитки виноградные в чесночном соусе. Очень вкусно. Вкусно? Очень вкусно. А так, в общем-то, конечно, скучаю по солянке, потому что солянка. Любимое блюдо. Да, пельмени, солянка. Это так, по борщу. Или по щам, как говорится. По черному хлебу тоже. Бородинский довольно-таки часто. Если я выезжаю на 2 месяца там, на контракт, работаю, то жена привозит мне, значит, буханку бородинского черного. А вот что снится за границей? Вы знаете, Будущий спектакль, может быть? Или дом? редко очень. В основном работа выматывает так, что, в общем-то, спишь, почти ничего не помнишь, что тебе снится. Иногда бывает снится постановка, что ты что-то не забыл, значит, там Левайн стоит или кто-то еще, Гергиев стоит за пультом, и ты не Я можешь... забыл. А ты эту оперу вообще еще не изучил. Вот, бывает такое. Есть какая-то любимая роль? Вот завтра предстоит петь Риголетто. Ну, вы знаете, это одна из любимых моих ролей, в общем-то. Ну, я уже к ней остыл. Я давно уже не пою. Давно. Вот. Не помню, я давно уже не пою. Ну, значит, Так, завтра в общем-то, тряхнуть стариной, как бы, да? да, в общем-то, получается так, да. Вот. Ну, из итальянцев, конечно, это Риголетто, конечно, Макбет я сейчас делаю, который мне будет с Левайном 2005 год. Вот. Это Отелло, который я пою, это Сила судьбы, ну, Аида, ну, в общем-то, много. Ну, Верди много, Верди да. много, да. Пучини, это Тоска. Вот. Ну, а из русских, конечно, это Борис Мазепа. Я раньше пел Демона много очень, тоже одна из любимых моих партий. Грязной, в общем-то. В общем-то, меня мир требует, вот, все время, все театры почему-то требуют, чтобы я пел Томского. Я очень во многих театрах пою Томского, очень. В Метрополитене у меня уже, по-моему, 3-й или 4-й контракт по «Пиковой даме». Только Томск. Только Томского. В Ковенгардене я пел, значит, «Чародейку» у меня был контракт, потом вот 10 спектаклей должно было быть это самое, «Аида» с Паваротти, с Гулегиной, но они еще не открылись. Вот. И потом у меня вот 2 контракта еще я спел «Пиковую даму». Опять Томского или Да, Лецкого? нет, первый раз я спел с Володей, с Галузиным, он был Герман. А вот сейчас, в июне месяце, я пел с Пласидо. Сейчас еду опять с Пласидо петь уже в Барселоне, «Пиковую». Потом еду в Метрополитен петь Отелло с Галузиным, и потом Парсифаль будет опять с Пласидо. В общем, про волнение уже забыто. Уже спокойно выходишь. на сцену. Ну, здесь нужно просто железную, так сказать, железную логику, аргументы, как говорится, да, иметь. Я все Вот, знаю. у меня абсолютно, всё да, чтобы получится. голова была абсолютно холодной,
Вот, и эмоции, чтобы не перебивали эмоциями. В день спектакля ни с кем не разговариваешь, наверное. Не, Слой, нормально. Нет, нормально. Ну, в принципе, я, конечно, люблю отдыхать, да. Да, много выспаться, хорошо. Да, хорошо поспать, это самое главное. Нормально поесть. Потому что голос, он, да, он такой Устает. капризная штука, да, То есть надо беречь каждый раз. естественно. То есть сразу, вот, наверное, садишься, так, тут форточка открыта, там закрыта. Да нет, Прикройте, нет. Отойдите, Нет, не нет. дуйте. Нет, я не человек в футляре, нет, я нормальный человек, нормально. нет. Ну, в разумных пределах, конечно, естественно. Ну что, я буду с нетерпением ждать завтрашнего вечера. Тем более, что я сам принимаю какое-то участие в этом вечере. Я вот, например, буду волноваться. Но я думаю, что мы все будем волноваться, потому что и я уже здесь не пел с 85-го года, по-моему. Еще 17 лет это. Вот, так что я вот через столько лет возвращаюсь в этот театр. Так что слушать будут не просто с удовольствием, еще, мне кажется, и с пристрастием. Ну-ка, 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 ты там, говорят, весь мир объездил. Ты же наш сыктывкарец, ну-ка. Вот так вот будут Ну, слушать. может быть, я думаю, что да. Да. А ничего человеку не чуждо. La mia figlia
И я